Этот вопрос поднимает кто? Родители тех, которые были арестованы по тем или иным причинам на территории Российской Федерации. Они сейчас находятся в колониях, в учреждениях, да, исправительных учреждениях. И сейчас идет информационный поток о том, что там вербуют наших граждан. Вот родители или близкие вот таких наших сограждан, которые там были арестованы, заключены, вот они обращаются. Это вопрос больше экстрадиции. Почему сложно экстрадировать? Потому что мы провели встречу родителей, вот этих родственников, вот таких наших граждан, с представителями госорганов. Мы пригласили представителей прокуратуры, там, МИД, миграционной службы, омбудсмена и так далее. Да? Оказывается, у них санкции, наказания и у нас разные. Но у нас произошла гуманизация законодательства. У нас гуманизация, у нас уменьшается, а у них, оказывается, жесткие. Если мы экстрадируем наших граждан в Кыргызстан, они будут уже по нашим меркам, да, и это, конечно, не нравится нашим российским коллегам, поэтому процесс очень сложный. Но, тем не менее, мы стараемся привести. Но у нас же работает закон об экстрадиции, мы же подписали документы. Подписали, да, многие добиваемся где-то экстрадиции, но постоянно, тотально решать одновременно и мигом не получится. Есть ли точная цифра, сколько граждан Кыргызстана находится в заключении в России? Это же изменяется, я точно не знаю. Это, знаете, тысячи наших граждан. И что меня больше всего беспокоит, день за днем все больше и больше. Да? Например, в основном молодые девушки и парни, в том числе и девушки тоже. В тот раз мать и дочка одновременно попали, понимаете? В чем их обвинили? В наркобизнесе. Такое движение, что ли? А тех, кого задержали, вот кто-то уже отправился по повесткам на войну, по вот этому контракту, и родители пытаются вернуть? К сожалению, были такие. К сожалению, к вам обращались, да, с такими случаями? Да, недавно же, откуда кто-то погиб, оказывается, он туда поехал, никто не знал, оказывается, из близких, из места заключения, к сожалению. Но, тем не менее, это вопрос персонального решения каждого гражданина. Я думаю, что наши граждане, они разумны, и они понимают, что в Кыргызстане за это принимается к ответственности принимается. Да, у нас есть закон. Есть закон, есть такое требование. Я очень надеюсь, что они будут думать головой. Нам нужны наши граждане невредимыми, целыми.